Обеспечение жителей чистой питьевой водой и голубым топливом в центре внимания. На сегодняшний день ведется активная работа по охвату туркестанцев инфраструктурными благами. Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе 14-й сессии областного маслихата 7-го созыва. Подробнее о принятых решениях расскажет корреспондент. В прошлом году в области был разработан план по обеспечению чистой питьевой водой в 52 населенных пунктах. На эти цели было направлено 12 миллиардов 700 миллионов тенге. В результате 20 населенных пунктов обеспечены питьевой водой. В 8 населенных пунктах реконструированы ветхие водопроводы. По итогам года из 841 населенного пункта области 717 обеспечены питьевой водой. Обеспеченность водой в городах составляет 99,4% и в 99,3% в сельской местности. В 2022 году на строительство 32 объектов из Национального фонда выделено 32,8 миллиарда тенге. В 2021 году на обеспечение природным газом из Национального фонда выделено 15,1 миллиарда тенге. Введено в эксплуатацию 28 объектов, 34 объекта, переходящие в этот год. На строительство 50 объектов в 2022 году будет направлено 12,4 миллиарда тенге. На совещании был утвержден состав областного общественного совета и график проведения встреч акимов всех уровней с населением по Туркестанской области на 2022 год. Также в связи с кадровыми изменениями внесены изменения в состав ряда комиссий и советов при акимате Туркестанской области. В целях за время работы сессии депутаты маслихата рассмотрели 22 вопроса и приняли соответствующие решения. По 18 из них вынесено конкретные решения. 4 вопроса будут рассмотрены повторно на сессии через 2 недели. В завершении работы сессии аким области Умирзак Шокеев наградил заслуженных граждан почетными грамотами и благодарственными письмами Сената парламента Республики Казахстан, почетной грамотой Туркестанской области. Лола Разметова, Надежда Сыдыкова. Новости.